Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вначале вкратце обозначим главные темы. Подготовка к переписи населения. Нашему народу надо сосредоточиться и сохранить свой демографический массив. Какие задачи сегодня поставили на заседании Милли Шура, расскажет Салават Мухаммадуллян. Долгожданные долгострои. Восстановлены права 598 обманутых дольщиков. Сколько проблемных объектов сдадут в этом году в Татарстане, расскажет Рамиль Галиуллин. Процесс продолжается. Через посредников он просить будет. Что сегодня происходило в Приволжском суде, расскажет Дмитрий Аренин. И стар, и млад в очередь на ледяное омовение. Хорошо, тепло. Каждый год купаемся. Как на крещении жители Татарстана купались в проруби, увидела Юлия Гоголева. Всемирный конгресс татар в преддверии переписи населения обратится к татарскому народу. Будут созданы и 7 рабочих групп при Милли Шура для координации работы в этот период. А татарам из других регионов страны помогут консультациями местные юристы. Такие решения сегодня были приняты на первом в этом году заседании Милли Шура. Его посвятили всероссийской переписи населения. Напомним, она пройдет в апреле. Как к ней будут готовиться татары? Подробности у Салавата Мухаммадуллина. Заседание Милли Шура уже привычно за последний год проходит в онлайн-офлайн формате. На связи практически весь состав Национального совета. На повестке один вопрос – всероссийская перепись населения. И по этому поводу Всемирный конгресс татар подготовил обращение к татарскому народу. Его назвали «Мы вместе без БРГ». Оно уместилось на одном листе. Главный акцент – значимость переписи для народа и всей страны. И в это ответственное время Конгресс призывает всех к единению, независимо от региона проживания и диалектов языка. Мы получаем сигналы о том, что имеются призывы переписаться по-иному в угоду территориальным, этноконфессиональным или иным особенностям. Тем самым создается угроза единству нашего народа, делению его на отдельные группы. Важно отметить, что предстоящая перепись впервые будет проходить в электронном формате. Это дает возможность внести свои данные и сведения о семье в учетные документы без посредников. Поэтому для каждого из нас важно непосредственно участвовать в электронном формате переписи. Обращение уже опубликовано на сайте Конгресса на русском и татарском языках. Напомним, всероссийская перепись населения пройдет в апреле. Для подготовки к ней и координации Совет Милли Шура создал 7 рабочих групп. Все разного направления. От образования и аналитики до культуры и молодежи. Для меня это тоже было неожиданно. Я только что услышал, что стал руководителем комиссии по культуре. Но мы должны донести человеку, какая у него культура, кем он себя представляет вообще для татарской культуры. Сегодня на заседании отдельное внимание обратили на анкеты переписи. Например, родителям детей из смешанных браков нужно будет сделать выбор, к какой национальности отнести своего ребенка. И правильно это записать. Если мы пишем на первом месте татарин, то значит учитываться, или татарка, то будет учитываться именно эта национальность. Поэтому, если будут люди писать через запятую, нужно понимать, что нужно указывать национальность, ту, которую вы считаете приоритетной, на первом месте. Перепись – это не просто цифры, отмечают в Конгрессе. Это и вопрос самоопределения, и перспективы развития, и формирования будущих государственных решений по поддержке тех или иных народов. Напомним, по данным переписи 2010 года в России проживает больше 5 миллионов татар. Это вторая по численности нация в стране. Сейчас нашему народу надо сосредоточиться и сохранить свой демографический массив, доказать, что татары являются очень важной нацией в Российской Федерации. В следующий раз Совет Милли Шура соберется уже 16 февраля. До начала переписи здесь приняли решение проводить заседания каждый месяц. Салават Мухаммадуллин, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. И сегодня на заседании Милли Шура Василий Шейхразиев высказал свое мнение по заявлению прокуратуры о признании Всетатарского общественного центра экстремистской организацией с последующей ликвидацией.
Татарский общественный центр работает давно, с первых дней начала национального движения. В первые годы он обоснованно доносил свои позиции. С годами и руководство поменялось, и функции стали другими. Со своей стороны, могу сказать, очень сложно дать какую-то оценку их работе. Многое за эти годы сделано. При наличии нарушений закона прокуратура на них укажет. Суд примет свое решение. 2021 год в республике объявлен годом родных языков и народного единства. И Всемирный конгресс татар готов сотрудничать со всеми национальными организациями, работающими на основе закона. Наши двери будут открыты для каждого татарина. Рустам Минниханов сегодня поделился со своими подписчиками в Инстаграм хорошей новостью. Он проанонсировал запуск новой культурно-просветительской радиостанции Татарстана «Китап», то есть радиокнига. Оно вещает на татарском языке круглосуточно в сети интернет и на волне ФМ. Kitapni hazır o'qib qana tugil, tinglab da bular. Kitap Milliy radiosi Qozonda 98.6 FM'da. Прокуратура Казани начала проверку по факту отравления двоих детей 4 и 11 лет угарным газом. Все произошло в пятиэтажке по проспекту Ибрагимова. Угарным газом отравились женщина и двое ее детей. Когда приехали медики, мама от госпитализации отказалась, мальчиков увезли в ДРКБ. Предварительная причина отравления – слабая тяга в дымоходе газового водонагревателя. Также накануне вечером угарным газом отравились двое жителей Тетюшского района. Мужчину и женщину госпитализировали в районную больницу. Всего с начала года произошло 6 случаев отравлением угарным газом. Пострадали 13 человек, из них 5 детей. Для профилактики отравления угарным газом необходимо регулярно проверять исправность устройств, работающих на горючем топливе, а также состояние печных труб, дымоходов и вентиляционных люков. Пробки до 10 баллов сегодня фиксируют в Казани. Так, с утра движение было затруднено на перекрестке проспекта Победы с Рихарда Зорге из-за аварии. Затор образовался и на улицах Фучика, Гвардейской, братьев Касимовых, Хусейна Мавлютова, Мамадышском тракте. Дорожную ситуацию усугубляет непрекращающийся снег. Коммунальные службы не успевают вывозить его с дорог. По многим улицам проезд сужен и затруднен. Так, на 7 вечера пробки были 9 баллов. Метель обещают и завтра. Синоптики предупреждают, на дорогах гололедица, возможно заносы. При этом температура воздуха до минус 25 ночью. В 2020 году Татарстан вошел в число регионов-лидеров по решению проблем обманутых дольщиков. Благодаря республиканской программе ключи от квартир получили почти 400 человек. Сейчас в Татарстане остается 10 проблемных домов. Полностью закрыть вопрос с дольщиками планируют в этом году. Жилой комплекс МЧС – один из самых долгожданных объектов в республике. Его возведение началось еще в 2008 году. Но из-за банкротства застройщика работы были заморожены. Строительство возобновилось лишь в прошлом году. Все благодаря федеральной программе поддержки дольщиков. Сегодня работы ведутся на 10 объектах. Почти все они казанские. Кроме 3 высоток ЖК МЧС, это дома на Достоевского, Завойского, а также в комплексах «Молодежный» и «Золотая середина». Один объект в Елабуге. Что касается долгостроя в ЖК «Мелодия», то он будет достроен после признания застройщика банкротом. Темпы работ низкие, сроки предоставления квартир дольщикам пропущены, то федеральный фонд был направлено обращение о том, чтобы, объявить о банкротстве данного застройщика. Это необходимое условие последующего применения федерального механизма завершения строительства. Почти все объекты – это наследие обанкротившихся компаний «Свей», «Фон» и «Стройком». Как отметили, сегодня республика входит в 6 лидеров регионов страны по объемам оказания помощи обманутым дольщикам. В прошлом году ключи от квартир получили почти 400 человек, сданы 7 проблемных домов. Сейчас в Татарстане работают 88 застройщиков, и большинство из них перешли на систему эскроу-счетов. Пропорция у нас на сегодня составляет 41% по старым правилам. Это порядка 800 тысяч квадратных метров, и 59% как раз с открытым эскроу-счетов через проектное финансирование. И как отметили, в России работают над тем, чтобы расширить ответственность инвесторов при покупке квартир, чтобы в одни руки можно было приобрести ограниченное количество жилья. Это либо юридические лица, либо лица, которые приобретали эти жилые помещения для последующей перепродажи. Это должно быть что-то по сравнению как с АСВ, то есть определенное количество квадратных метров, которые должно быть передано дольщику, а все остальное это уже будет расцениваться как предпринимательский риск.
Как заверили, все проблемные дома в Татарстане сдадут в этом году. Ключи от долгожданных квартир получат почти 2500 татарстанцев. Рамиль Галиуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Послабление для участников программы соципотеки в Госжилфонде Республики сегодня проанонсировали изменения в программе. Если раньше максимальная площадь однокомнатной квартиры, на которую можно было претендовать по льготной ставке, была 39,6 квадратных метров, то теперь это уже 43 квадрата. При этом уменьшен коэффициент стоимости так называемых лишних квадратных метров. И если раньше за дополнительные метры нужно было внести всю сумму сразу, еще до получения квартиры, теперь можно оплатить лишь часть. Еще одно изменение. Участники программы не должны иметь долгов по налогам. Появилась и возможность рефинансирования. Любой участник жилищной программы мог идти в любой банк, получить одобрение на кредит льготный, прийти к нам, рефинансировать нашу ипотеку через коммерческий банк. Таким правом на сегодняшний день с момента запуска воспользовались всего 37 семей. Выдано без малого 1700 кредитов на общую сумму почти в 4 миллиарда рублей. Таковы итоги программы сельской ипотеки в Татарстане за прошлый год. По этим показателям республика входит в число регионов-лидеров. Как отметили в Минсельхозе, в этом году в программе произойдут изменения. Теперь купить жилье можно только в домах не выше 5 этажей. Кроме того, здесь нужно прописаться и сообщить об этом банку. К тому же теперь можно использовать мат-капитал в качестве первоначального взноса. Напомним, программа сельской ипотеки по льготной ставке до 3% начала работать в прошлом году. Максимальный срок выдачи кредита 25 лет. И обязательным условием является собственный взнос участника не менее 10%. Наиболее востребовано жилье именно в малых населенных пунктах с населением численностью до 5000 человек. На этот сегмент приходится большая часть заявок. 36% одобренных заявок и выданных. В Приволжском суде Казани продолжается громкий процесс по коррупционному делу. Бывшего начальника отдела полиции Горки Рафаэля Габазова обвиняют в том, что он, по версии следствия, вымогал взятку в 1 миллион рублей у владельца казанского кафе. Второй фигурант дела – бывший руководитель Татарибхоза Хайдар Гарифуллин. Что сегодня на слушании рассказали свидетели, узнал Дмитрий Аренин. Соответственно, удавались в Казани проверять каждую ночь кафе «Восточная кухня», доставлять оттуда лиц подозреваемых в том, что они нелегальные мигранты. Сегодня на процессе допрос свидетелей, бывших подчиненных экс-начальника отдела полиции Горки Рафаэля Габазова. На скамье подсудимых он оказался по обвинению в превышении полномочий, покушении на получение взятки и препятствии предпринимательской деятельности. Участковый Олег Дружин сегодня рассказал в суде, что по приказу руководства приходил в кафе с проверками. Как вы думаете, часто вот эти проверки, они на самом деле обоснованы, законно были? Нужно было это делать? Ну, обосновывалось на том, что для профилактики, получается, преступлений, правонарушений в связи с тем, что это был криминогенный кафе. Как говорит бывший участковый, а теперь свидетель по этому делу Сергей Скугоров, приказы по работе этого кафе поступали ему. Он догадывался, что за этим стоит, и его уволили. Давал мне указания о том, чтобы я заезжал в кафе «Восточная кухня» и под всяческими предлогами оказывал психическое и моральное давление на посетителей кафе, на директора кафе. Габазов всячески на совещаниях угрожал, что у него есть связи в МВД, то, что он уволит всех накажет. В принципе, так он со мной поступил. Как считает следствие, такими проверками Рафаэль Габазов принуждал владельца кафе к даче ему взятки 1 миллион рублей. Посредником в этом, по версии гособвинения, был Хайдар Гарифуллин, бывший руководитель Татарибхоза, а сейчас второй фигурант этого уголовного дела. Он через посредников просил деньги. Через посредников просил деньги. Да? Я отказал. Хайдар Гарифуллин на предварительном следствии свою вину признал. Рафаэль Габазов все отрицает. Оба находятся под домашним арестом. Сегодня подсудимые и их адвокаты от комментариев нам воздержались. Процесс по этому делу должен идти в еженедельном режиме. Необходимо допросить еще ряд свидетелей. Дмитрий Аренин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Перевозчики Казани выступили против ежегодного повышения тарифов, о котором накануне заявил глава комитета по тарифам Александр Груничев. Почему согласия в этом вопросе нет, читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». В
Кремле сегодня обсуждали проект создания транспортного узла на базе международного аэропорта Казань. Об этом Рустам Минниханов говорил с президентом группы компаний «Волга-Днепр» Александром Исайкиным. Напомним, она уже 30 лет представляет российскую грузовую гражданскую авиацию на международном рынке. Рустам Минниханов сегодня встретился с победителями конкурса «Лидеры России» от Татарстана Тимуром Кайданным и Ириком Садыковым. Молодые люди презентовали проект по созданию электронной платформы для привлечения инвестиций в предпринимательство и разработки в IT-индустрии. Напомним, все суперфиналисты конкурса управленцев «Лидеры России» включены в кадровый резерв президента республики. Рустам Минниханов выступает наставником. Вопросы обеспечения безопасности населения всегда были, есть и будут приоритетными. Об этом говорил Алексей Песошин на итоговой коллегии управления Росгвардии. За 2020 год сотрудники задержали в Татарстане 28 подозреваемых в терроризме и экстремизме. Премьер констатировал, в целом год был сложным. Задача на будущее не менее серьезная – это обеспечение правопорядка во время подготовки и проведения выборов в Госдуму, переписи населения, первых игр стран СНГ. По мнению премьер-министра, для обеспечения общественного порядка нужно привлечь ЧОПы, их в республике более 500. По итогу выполнения служебно-боевых задач управление занимает лидирующие позиции среди территориальных управлений Приволжского округа. Полностью присоединяюсь к высокой оценке проделанной работы. Подразделения управления Росгвардии по Республике Татарстан показали свою состоятельность, профессиональную пригодность и выучку. За большой вклад в укрепление российской государственности и активную общественную деятельность Фарида Мухаммедшина сегодня наградили благодарностью президента России. Награждение прошло в Екатерининском зале Московского Кремля. Председатель Госсовета Республики в Москве с рабочей поездкой. Он уже провел ряд встреч в Совете Федерации, а в исполкоме партии «Единая Россия» принял участие в обсуждении вопросов предстоящей избирательной кампании. 48 тысяч дел было рассмотрено в этом году судьями Татарстана по видеоконференц-связи. Пандемия внесла свои коррективы в работу Министерства юстиции. На итоговой коллегии ведомства рассказали, что в этом году были выделены федеральные средства на подключение к автоматизированной системе правосудия. Тем не менее, рабочая нагрузка на некоторые судебные участки в этом году выросла в 2 раза. Проблему усугубляет и проблема кадров. Также по итогам прошлого года растет количество жалоб на аппарат мировых судей. Всего поступило 485 таких обращений. Первый вице-премьер республики попросил ведомства активнее участвовать в законотворческой деятельности. Органы исполнительной власти, медсамоуправления должны выстроить эффективную систему отслеживания изменений федерального и республиканского законодательства. Руководители несут персональную ответственность за своевременное принятие актов. Сроки разработки и издания нормативных правовых актов, которые направлены на реализацию положений федеральных законов, должны быть сокращены. Пицца нравится, а свекла нет. В Казани сегодня вновь проверили качество школьного питания. Родители и руководство города попробовали на вкус блюда, которые каждый день едят дети. Напомним, новшество ввели с января, и сегодня впервые на такую дегустацию попал и Рамиль Шайдулин. Он увидел, пришлась ли по вкусу гречка Ильсуру Медшину. Чем дочку кормят в школе? С этим вопросом Регина Юн пришла сюда, в 5-й лицей Казани. Она мама 4-классницы. Дочь и ее сверстники питаются бесплатно, но съедают не все, что дают в школе. Дома, может быть, там добавить кетчуп, я не знаю, посолить, поперчить. Здесь питание все-таки основано на здоровом питании. И оно, возможно, немножко кажется пресноватым, может быть, соли меньше, но это же неплохо. Наверное, так происходит потому, что полезно не всегда значит вкусно. Возьмем свеклу, сколько бы в ней не было микроэлементов и минералов, с удовольствием ее едят не все. Чего не скажешь о выпечке. Да, она вкуснее, но и пользы в ней меньше. Теперь в школах Казани разрабатывают единый стандарт питания. Чтобы изучить предпочтения, в декабре опрашивали и родителей, и детей. Опрос детей показал, что они не всегда успевают пообедать горячим из-за больших очередей в столовых. Тому причина – нехватка поваров. В прошлом году их осталось так мало, что накрывали столы они сразу на один большой поток детей. В итоге все остывало. Тогда в Казани взялись за кадровый вопрос. Сегодня обеспеченность школ поварами 93%. Такого показателя удалось добиться впервые за долгое время благодаря повышению уровня заработной платы поваров с сентября 2019 года. А родителям дали больше возможностей контроля. Сначала они дегустировали то, чем будут кормить их чада. Теперь каждый
каждый день проверяют, все ли свежее и горячее. В чек-листе они отмечают наличие меню, чистоту столовой, вкус и температуру пищи. Я сегодня на завтрак обещал приехать голодным. Можно мне гречневую кашу попробовать? Изменения в школьном питании сегодня оценил и мэр. Ильсур Медшин поел стандартную еду школьника – гречку с мясом. По-разному дети могут учиться, по-разному одеваться, но хотя бы в школе они должны одинаково вкусно питаться. Поэтому тот стандарт, который вы видите, мы хотим, чтобы этот стандарт был во всех школах. Свежие продукты и готовые блюда здесь привозят каждое утро, и по новому стандарту накрывают столы только когда ученики уже зашли в помещение. Так блюда остаются горячими. Сегодня эти правила действуют во всех 166 школах города. Рамиль Шайдуллин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. К другим темам. В Татарстане 4 новых случая смерти от COVID-19. Это 82 и 69-летние женщины и 88 и 82-летние мужчины. В общей сложности в Татарстане от коронавируса умерли уже 229 человек. Новых заболевших за последние сутки 92 случая завозные, остальные контактные. 31 человек госпитализирован, сообщает республиканский штаб. В Татарстане вакциной «Спутник Ви» привито уже почти 6 тысяч человек. Из них каждый пятый получил вторую прививку. Сегодня завершила вакцинацию и долгожительница Казани Зинаида Бодрягина. Ей 92. Половину из них она работала эпидемиологом. Как она себя чувствует после прививки, узнала Алия Хайрудинова. Давайте давление померим, хорошо? Измерить давление, частоту сердечных сокращений, узнать обо всех хронических заболеваниях и аллергических реакциях. Все это важно перед тем, как сделать прививку. И не простую, а антиковидную. Зинаиде Бодрягиной сегодня делают вторую прививку. Первую получила еще перед Новым годом. В прошлом заместитель главного санитарного врача Казани знает единственный верный способ защитить себя от инфекций – прививка. Говорит, боялась лишь одного – заболеть коронавирусом. Чувствую себя отлично и считаю, что бояться каких-то осложнений после прививок не стоит. Это все легко проходит. Решение привиться принимали всей семьей. Дочь Зинаиды Бодрягиной тоже врач. Сама, переболев ковидом с поражением легких в 35%, знала наперед. Пожилой организм может такое не вынести. Самым страшным было для меня стать источником инфекции для своей мамы. И поэтому мы сделали все возможное, чтобы ее сберечь. Это нам удалось. Каждый день в 21-й поликлинике вакцину от ковида получает в среднем 50 человек. Перед процедурой информированное согласие. А это прививочный кабинет. И если, заходя сюда, пациент отдает добровольно информированное согласие, то в ответ получает памятку, где черным по белому описаны все побочные эффекты. Если температура, озноб и небольшое покраснение являются нормой, то есть те симптомы, к которым стоит прислушаться. Повышение температуры выше 39-40 градусов, а также гиперемия в месте укола более 8 сантиметров. В этом случае нужно обратиться за медицинской помощью. В Татарстане спутником ВИ привито без малого 6 тысяч человек. 1239 из них уже получили вторую дозу. Алия Хайрудинова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Православные сегодня отмечают Крещение Господне. Праздничную ночную службу митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл провел в Раивском монастыре, после чего вместе с верующими он совершил крестный ход и осветил воду. Много ли было желающих окунуться при -20? Юлия Гоголева готова рассказать. Праздник Крещения Господня или Богоявления – один из самых древних у христиан. Обряд, о котором вспоминают во время этой праздничной ночной службы, имеет глубокий смысл. И об этом забывать нельзя, говорит митрополит Кирилл. Когда люди приходили в воду к Иоанну Крестителю, и он омывал их водой, омывал и грехи человеческие. И этот Иордан, который был наполнен вот этой человеческой тяжестью, который потом входит Сын Божий, это становится не тяжестью, а благодатью. Сразу после службы самый красивый и самый звонкий момент праздника – крестный ход. В этом году в Раифе в такт звону колоколов еще и прогремел салют. Далее чин освящения воды – один из главных моментов праздника.
Купание в проруби – ритуал совсем не обязательный, говорят священнослужители. Крещенскую воду можно пить, можно ей умываться. По преданию, именно в эту ночь она становится целебной. В Раифу за ней едут со всей России и не только. С Молдавии за святой водой приехал сюда. И родители, и бабушки – это очень большой праздник для нас. Во что верим, то и полезно. Если мы православные, значит, она святая, верим в это. Те, кому попить и умыться святой водой недостаточно, выстраиваются у купели. Для удобства верующих прямо у мостков организовали кабинки для переодевания. Ни 20-градусный мороз, ни раннее время, на часах еще только 2 утра. Для желающих искупаться в проруби не помеха, как видим. Среди них здесь даже выстроилась очередь. Раз, давай, второй, давай. Второй, два, давай, третий, давай. Хорошо, тепло. Каждый год купаемся. Бодрящий. Чтобы это придавало силу, нужно себя на это настроить. Настроить так, что ты приходишь к Богу. Когда ты считаешь, что ты взял, нырнул и все у тебя очистилось, то это большое заблуждение. Как минимум 3 ближайших дня после Крещенской ночи вода будет сохранять целебные свойства, поэтому спасатели и медики будут дежурить на Раифском озере до 10 часов 21 января. Юлия Гоголева, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Зеленодольский район. У нас к этой минуте все. Больше новостей в наших аккаунтах, Инстаграм и ВКонтакте. До встречи и всего вам доброго. Здравствуйте! В начале выпуска полезная информация. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. Боль в коленях становится пыткой. Поставили мне протез, а он не прижился. Встать на ноги я не смогла. В «Доктор Ост» пообещали помочь спасти уцелевший сустав без операции. С помощью инъекций нового поколения мы научились восстанавливать утраченные хрящевые ткани и возвращать подвижность сустава. От протезирования я отказалась. Очень надеюсь вылечить оба колена и больше не вспоминать про боль никогда. В республику начинает поступать более теплый воздух, что, несомненно, радует. Но 20 января морозная погода сохранится. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке, в Бугульме, Вавлах, Азнакаево будет облачно, пройдет небольшой снег. Ночная и дневная температура схожи, около 19 мороза. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге также не исключен небольшой снег, днем минус 18. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныше пока холодно, но уже в последующие дни станет теплее. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси, небо в облаках, небольшой снег, температурный фон станет выше на несколько градусов. Для юго-запада 20 января будет облачным и морозным. И здесь также температура начинает повышаться, и к выходным синоптики обещают заметное потепление. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше ожидается небольшой снег, пока морозно, минус 18. В республику идет тепло, и в четверг мы это ощутим. Вместе с теплом ожидается и усиление снегопада. И еще одна интересная информация. Мечта о своей квартире станет реальной в жилом комплексе «Город-парк» Новые Горки от строительной компании «Грань». Квартиры с качественной чистовой отделкой в кирпичном доме. Телефон отдела продаж 2 677 677. Оцените все преимущества новых современных жилых комплексов от компании «Грань». Вам понравится здесь жить. Телефон 2 677 677. Стойте! Если делать по уму, в БТИ пора ему и ему. Решение спорных вопросов и определение границ по закону. Понятные границы вашего участка с документами. БТИ Республики Татарстан. Если делать по уму. 23 января АО «БТИ РТ» проводит единый день бесплатной консультации по вопросам оформления недвижимости. Подробности по телефону 8 800 333 14 76. О погоде в столице. В среду в Казани будет облачно, небольшой снег. Ночью минус 20, днем 16 градусов ниже нуля. Ветер западный, умеренный. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 82%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. И еще одна полезная информация. Избавьтесь от варикоза навсегда, быстро и без боли. В клинике лазерной хирургии варикоза нет на Достоевского.
Вздувшиеся вены, отеки, тяжесть в ногах – это признак варикоза. Образование тромбов – его грозное осложнение. Но решение есть. Диагностика у флеболога СУЗИ всего 750 рублей. Клиника «Варикоза нет» на Достоевского. 212 20 40.